какова текущая эффективность работы очистных сооружений в Молдове и насколько они соответствуют современным экологическим стандартам? В Молдове не везде существуют очистные сооружения, будем говорить сразу. Не во всех районных центрах, не во всех сельских населенных пунктах существуют очистные сооружения. И те, которые существуют, они не имеют ту эффективность, которая была предусмотрена при проектировании. Очень многие очистные сооружения не работают, потому что не соблюдается технология, во-первых. Второе, это они построены достаточно давно, имеет там 30, 40, 50 лет. И Камрад это явный пример, да? И Камрад, наверное, то же самое, потому что вот очистные сооружения построены еще, наверное, где-то 90-е годы прошлого века или даже еще раньше. Но судя по данным статистики, Гагаузия занимает второе место после муниципа Кишинева по подключению к системам канализации. Так что у вас не так плохо. Но не плохо с подключением, а, наверное, плохо с очисткой источников. Скорее всего. Я смотрел недавно, что у вас предусматривается строительство новых очистных сооружений. У вас уже имеется грант на строительство, уже, по-моему, идет проектирование. Будем надеяться, спросим примара об этом. Да. Но нужно иметь в виду, что любое новое сооружение нужно соблюдать технологию. Если не будем соблюдать технологию, это мы не достигнем те параметры, которые предусмотрены при проектировании. Какие технологии есть, что нужно соблюдать, вот, если можете рассказать? В общем, очистка сточной воды идет по классической схеме. Если я могу объяснить, в принципе, что такое очистка сточной воды, как осуществляется и почему бывает, что очистные не работают, потому что не соблюдается иногда данная технология. То есть очистка сточной воды – это достаточно сложный процесс, технологический процесс. Легче, например, очистить питьевую воду из какой-то реки, чем очищать сточные воды от такого-то населенного пункта или города. Пускай будет это большой город, пускай будет маленький город, все равно технология одна и та же. То есть, в принципе, очистка состоит из следующих этапов. Первый – это механическая очистка называется. То есть задерживаются крупные вещества, песок, плавающие вещества. И потом идет в этом же этапе идет осветление. Такие сооружения, как называются стойники, идет осветление сточных вод. Это механическая очистка. Во-первых, это в основном этот этап или эта ступень очистки работает почти везде. Вторая часть или вторая ступень очистки, это называется биологическая очистка сточных вод. То есть это основано на обработке сточных вод при помощи бактерий или микроорганизмов, то есть живые бактерии. И для того, чтобы создать им условия, значит, им, как и людям, да, нужно воздух и питание, как и нам, всем нужно воздух, питание и вода, так и микроорганизмы. Если мы даем достаточно воздуха, значит, они могут обрабатывать те органические вещества, которые имеются в сточных водах. Потому что без воздуха, например, эти сооружения, которые осуществляются биологическая очистка, называются аэротенки или резервуары с аэрацией. Если мы прекратим, например, аэрацию где-то в течение 4 часов, значит, этот ил называется, или микроорганизм, они погибают. Восстановление их может тянуться 2-3 месяцев. И поэтому любая остановка аэрации это приводит к гибели бактерий. Вот что самое главное, вот эта ступень, биологическая очистка. Да, пожалуйста. А скажите, насколько вот эти вот технологии возможны для внедрения в Молдове у нас? Ну как? Ну и с
финансовой точки зрения тоже, потому что новые стандарты это дорого, наверное. Да-да-да. Сооружения классические, они везде так. Или малые очистные сооружения, или большие, то же самое по этой схеме. Но сооружения да, могут быть больше или меньше. Например, для сельсконаселенных мест имеются уже модули, готовые модули, то есть контейнера, которые все вот эти этапы или все сооружения включены в один модуль, например, в один контейнер, который может ввести на стройплощадку. Новый сейчас есть это для того, чтобы процесс очистки пошел, значит, нужно вот в аэротенках иметь воздух, иметь питание, а питание это органические вещества, источник в водах, и побольше бактерий. Чем больше бактерий, да, тем быстрее они съедают эту органику. А органика откуда? Это органические вещества, которые находятся в растворенном состоянии в сточных водах. И чем больше у нас этих бактерий будет и микроорганизмов, тем быстрее они будут съедать эту органику. Но в таких сооружениях есть лимит. Есть лимит по концентрации этих бактерий. Максимум, что может достигать, это 4 грамма на литр. Это теоретически. А так в основном это 3-3,5 грамма на литр. Если мы можем создать какие-то условия для того, чтобы увеличить количество бактерий, вот это в последнее время этот процесс или эта технология внедряется во всех сооружениях, то есть вводятся какие-то различные носители, так называемые носители из пластика, на которых прикрепляются вот эти микроорганизмы. И тогда концентрация микроорганизмов в 1 литр или в объеме сооружения увеличивается. И в этом есть сущность новых технологий. Еще нужно иметь в виду, что я сказал, что нужно соблюдать технологию, потому что если даже у вас будет новое сооружение или старые, на очистные сооружения должна поступать сточные воды с какой-то концентрацией. У нас, как вы знаете, сбрасывать в сточных водах или в канализации все, что угодно. Все нечистоты сбрасывает, да? И это все достигает очистные сооружения. И по нормативам или по нормам имеются какие-то вот ограничения по концентрации органических веществ, так называемые органика в растворенном состоянии, которая определяется по биологической потребности кислорода, БПК, или химической потребности кислорода, ХПК. И поэтому ограничивается. Для очистных сооружений городского типа БПК должна составлять не более 350 мг на литр кислорода. То есть потребление кислорода 350 мг на литр. Но обычно в сточных водах эта концентрация много больше. И самое опасное, что представляют какие источники воды, это производственные или промышленные источники воды. Промышленные источники воды, которые поступают совместно с хозяйственным бытовым источником воды на очистные сооружения. А производственные источники воды имеют намного большей концентрации. И это вот бывает, что микроорганизм не успевает эту концентрацию органики съедать, и она проходит как бы транзитно. И даже иногда идет ингибиция или подавливание этих микроорганизмов большой концентрации органики. Поэтому производственные источники вот какие-то, например, молочные заводы или по производству молока, или по обработке молока, обработке или переработке мясных продуктов, переработке винных изделий, всякие вот этого консервных заводов. Эти источники воды должны предварительно подвергаться очистке, прежде чем поступать на очистные сооружения. Вот эта технология. Даже у вас, я говорю, будет новое очистное сооружение, все это нужно соблюдать. А скажите, пожалуйста, вот отсутствие или неэффективность очистных сооружений влияет на здоровье населения? Насколько влияет на здоровье населения и на окружающую среду? Конечно, влияет. Это прямо связано. Потому что если не очищается на очистное сооружение, куда поступает? Поступает в водоем, ближайший водоем. А это приводит к отрицательному воздействию на микрофлору. То есть, например, поступает источник воды, органика, азот, фосфор. И идет, например, можете летом посмотреть, что в некоторых водоемах вода зеленеет.
то есть развивается планктон. Он потребляет кислород и начинается и умирает, например, рыба или другие живности из водоема. То же самое, там, например, если у нас, как в сельской местности, да, очень многие там имеют выгребные ямы. Что такое выгребная яма? Да, имеется водопровод, мы потребляем воду, а сточная вода поступает в выгребную яму. Откуда дальше вода идет? Она просачивается в землю и поступает в подземные источники воды. А потом мы пьем это. И все это приводит к разным заболеваниям населения. По кругу, да, опять же возвращается к населению. Говорю, по кругу опять же возвращается к населению. Конечно, да. К нам все возвращается. Мы делаем сами, и к нам возвращается. Да, скажите, а насколько важна роль государства и местных властей в поддержке и модернизации систем водоочистки? И, ну, мы знаем, что у нас в Камрате очистные сооружения не работают. Вот как дальше людям, нашим людям, ближе, если ближе к населению, к жителям, чтобы, насколько это влияет? Ну, я не знаю, какая причина ваших очистных сооружений. Как и везде, нехватка финансовых средств. Нет, ну, до финансовых средств там еще есть, наверное, по технологии что-то. Потому что старый, понятно, старый, но есть какие-то несовременные технологии. Я думаю, что на очистные сооружения в Камрате поступают все сточные воды, которые имеются в Камрате. И вот жилого массива, то есть вот население Камрата. И вот все предприятия, которые имеются в Камрате. И это вот все, я вам сказал, что это все идет на очистные сооружения. И того, даже у вас, я еще раз повторяю, будут новые очистные сооружения, не будет предварительная очистка производственных сточных вод, у вас погибнет все. Ну, роль государства. Роль государства стоит правовую базу. У нас есть нормативные акты, есть строительные нормы правильно по строительству очистных сооружений, есть законодательный орган, постановление правительства, есть постановление там, Совета Европы по качеству сточных вод, которые должны поступать на очистные сооружения, по качеству сточных вод, которые должны поступать в водоемы, то есть сточные воды после очистки. Это все есть. Но и естественно, что строить очистные сооружения – это очень дорогое удовольствие. Очень дорого стоит. Потому что даже взять для самого маленького населенного пункта, который имеет порядка 400 кубов в сутки, да, это вот очистные сооружения со всей инфраструктуры, одно другое там, где-то потянет на 8-10 миллионов рублей. Да. Со всеми электричество, там, насосные станции, дизель-генератор, то есть комплекс это для небольшого сигнала, то минимум 10 миллионов рублей, минимум. А чем больше очистные сооружения, тем больше затраты будет. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете уровень подготовки инженеров и специалистов у нас в Молдове в области водоочистки и экологии? Да, я работаю в этом, я работаю на кафедре, я заведующим кафедрой. Поэтому и адресуем вам этот вопрос. Да, и, к сожалению, у нас в последнее время, где-то вот последние 3-4 года у нас нет студентов. Нет студентов, нет желающих по специальности водоснабжения и водоотведения. Нет желающих, потому что все стремятся к другим специальностям. Лучше или легче сидеть за компьютером и делать какие-то работы, чем, например, эксплуатировать очистные сооружения, эксплуатировать, например, водопроводные сети, канализационные сети. Это не престижно, как бы можно говорить, что не престижная работа, и малооплаченная работа. И поэтому нет студентов. Я говорю, что нет студентов у нас, мы остались без студентов. А так у нас почти 50 лет мы подготовили студентов по этой специальности. И даже из ваших, да, было недавно у нас была группа на переквалификации. То есть те, которые имели другую специальность, мы обучали в течение года или полтора года, смотря что они имели, и получали такую специальность. И из вашей, из Камрата были там, я не знаю, уже не помню, но были, даже которые работали на очистные. Я не знаю сейчас, какой работает они, или нет на очистные там в Камрате. Ну, очень трудно. Трудно заставить, например, детей выбирать какую-то специальность. А может, нужно больше рекламировать эту специальность, чтобы дети... Рекламировать, да, можно рекламировать, но нужно идти снизу.
кто там потребляет, кто оттуда нужно, например, даже из Комрата собрать там где 12 человек, 15 человек, создать группу, специальную группу. Можно и такое. То есть такие варианты. Потому что те, которые заканчивают, они идут по другим специальностям, или вообще, если даже заканчивают эти, они все равно потом идут за рубежом, потому что наши студенты очень хорошо котируются даже в Румынии. Очень многие в России работают, и работают, главное, и начальники в очистных сооружений, потому что у нас была подготовка хорошая. Даже если вот были ребята, которые вернулись с России, там занимались... Да. Говорю, молодежь уезжает там, где лучше. Ну что ж, мы благодарим вас за интервью. Спасибо большое за ваше мнение. К сожалению, сейчас конференция наша завершится, потому что нам дали 30 минут. Да. Если будут вопросы, мы еще обратимся к вам. Так, спасибо за время ваше сегодняшнее и спасибо за участие в нашей программе. Надеемся, что общими усилиями нас услышат, да? И молодежь, и студенты, и учиться пойдут, и у нас очистные сооружения, возможно, построят. Всего хорошего вам. Да, успехов вам. Всего хорошего.